Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в программе. Когда завершатся работы по ремонту воздушной линии Ачгуара, на месте побывала наша съемочная группа. С наступлением холодов в республике участились пожары. В чем причина? Несоблюдение норм противопожарной безопасности или беспечность граждан? В рамках Всероссийской премии «Органист года» в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии органиста Луки Гаделия. Состоялась встреча спикера парламента Лаши Ашуба и посла России в Абхазии Михаила Шургалина. Во встрече также приняли участие вице-спикер Ашот Минасян, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут и советник-посланник российского посольства Максим Литвинов. Участники встречи обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений, в том числе вопросы, связанные с пересечением абхазо-российской границы. Ремонтные работы на воздушной линии Ачгуара будут завершены в течение месяца. ВЛ Ачгуара обеспечивает электричеством большую часть республики. Замена проводов на линии началась в октябре прошлого года. Сейчас эти работы близятся к завершению. Затем специалисты приступят к замене грозозащитного троса. Только после этого ВЛ Ачгуара будет запущена в тестовом режиме. На все время ремонтных работ республика получает электроэнергию из Российской Федерации. Репортаж Лауры Капш. Надев предохранительный пояс, электромонтеры, верхолазы проводят завершающие работы по замене проводов на высоковольтной линии Ачгуара. Опускают старые провода и поднимают новые, натягивают, регулируют уровень провеса. Мы находимся на трассе воздушной линии Ачгуара. Да, этот участок, пролет от опоры номер 7 до опоры номер 8. Проводятся работы, как все знают, по замене провода на этой линии. И вот у нас остался именно один участок, где нужно заменить, то есть демонтировать старый и подвесить новый провод. И сегодня проводятся работы, будут завершены сегодня, сегодня, если не успеем, завтра точно. И провод на всем протяжении трассы будет заменен. То есть старый провод демонтирован и подвешен новый провод. Стоит отметить, что были проведены работы по установке дополнительных опор. Нами были установлены, где были такие большие длинные пролеты, 4 дополнительные опоры. 3 одностоечные, 1 портального типа, это в селе Бедия. И, в общем, сегодня-завтра завершаем, и провод будет уже полностью заменен и подвешен на нашей линии. То есть дальше остаются работы по уже замене грозозащитного троса. У нас 2 цепи висит, потому что опоры такого типа, 2 цепи грозотроса. Но эти работы, по завершению этих работ, нужно будет подготовиться, завести необходимое оборудование, материалы, барабаны, приспособления. И после этого мы приступим уже к замене грозотроса. А эти работы полностью когда будут завершены? Работы по грозотросу, там большой объем работ. При хорошей погоде, то есть около месяца. Линия Ачгуара идет от Перепадной ГЭС до Творчалской ГРЭС. Она была построена в 1958 году. Срок ее службы давно истек. Сейчас ремонтные работы по замене проводов, которые были начаты в октябре 2022 года, идут к завершению. В эксплуатацию, ведется через месяц, То есть, возможно, будет ее уже ставить под напряжение. То есть, когда все работы будут завершены, мы должны провести тестирование, то есть пробное опробование линии и дать максимальную нагрузку, которую должен этот провод выдерживать, обойти всю линию и посмотреть, то есть протестировать, как она себя повела, где возможно где-то появятся провесы выше критических или нет. Несколько дней тестирования, а потом уже будет решение уже принято об окончательном завершении работ и возможности ввода в эксплуатацию.
По словам специалистов, после завершения ремонтных работ пропускная способность ВЛ Ачгуара увеличится на 80 мегаватт, что существенно снизит риск возникновения аварии. Мы не могли в пике грузить Ачгуару выше 260 мегаватт. То есть дальнейшая загрузка могла привести к аварии. И поэтому было принято решение о замене провода, именно на провод этого типа, потому что он легче, и нужно было учитывать состояние опор, чтобы дополнительную нагрузку не давать на опору. Поэтому этот провод, было принято решение подвесить этот провод. Если провод, пропускная способность АСУ-300 725 ампер, то пропускная способность нового провода 1000 ампер. То есть на 80 мегаватт пропускная способность увеличится этой линии. То есть при наличии генерации, при наличии мощности, то мы спокойно именно по этой линии можем передавать мощность до 340 мегаватт. То есть вот уже аварии на линии Ачгуара из-за перегруза нивелируются. То есть они сходят на нет. Если говорить про введенный график отключения электроэнергии, то это связано с высоким потреблением и критическим понижением уровня воды в Джварском водохранилище. Последние 2 года наблюдается высокий рост, ненормальный рост потребления в Республике Абхазия. Нужно усилить контроль за потреблением, то есть учет усилить, и стараться незаконных потребителей отключать. Ограничения на подачу электроэнергии введены, чтобы сохранить работоспособность Ингургэс и Перепадной. Такой режим сохранится до повышения уровня воды в Джварском водохранилище. Лаура Капш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Генеральной прокуратуре под председательством генерального прокурора Адгура Агрба прошло совещание с участием прокуроров города Сухум, районов и специализированных прокуратур. Участники совещания обсудили ход расследования и рассмотрения резонансных уголовных дел и процессуальных проверок. Особое внимание было уделено тематике дорожно-транспортных происшествий. По итогам встречи прокурорам города Сухум и районов поручено в ближайшее время проведение на подведомственных территориях совещаний с участием начальников районных подразделений внутренних дел, целью которых является усиление эффективности патрульной постовой службы МВД на городских дорогах, а также республиканской трассы. Сообщество водителей трансфера Абхазии выступило с обращением, в котором выражается серьезная обеспокоенность ситуацией на дорогах республики и участившимися случаями ДТП со смертельным исходом. В сообществе призывают законодатели и правоохранительные структуры ужесточить наказание за езду в пьяном виде. По мнению представителей сообщества, только жесткие правовые ограничительные меры, связанные даже с уголовным преследованием и конфискацией личного автотранспорта, смогут изменить ситуацию на дорогах республики. 15 пожаров за 18 дней Нового года. С наступлением холодов в республике участились пожары. К сожалению, не обошлось без жертв. По данным МЧС Абхазии, за минувший год произошло 980 пожаров и возгораний. Из них 136 с материальным ущербом на сумму более 80 миллионов рублей. Погибли при пожарах 5 человек. В новом году также были возгорания и пожары, унесшие жизни людей. В чем причина? Несоблюдение норм противопожарной безопасности или обычная беспечность? Репортаж Алики Трапш. С наступлением холодов в республике повышается риск возникновения пожаров в частных домовладениях и квартирных домах. Люди для обогрева используют электрические печи, обогреватели, что повышает нагрузку на электросети. По данным МЧС Абхазии, за минувший год произошло 980 пожаров и возгораний. Из них 136 с материальным ущербом на сумму более 80 миллионов рублей. Погибли при пожарах 5 человек. В новом году также были возгорания и пожары, унесшие жизни людей.
Так, в период новогодних каникул в Ачамчире по улице Папаскир загорелся частный двухэтажный дом. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил кровлю и второй этаж дома. Первый этаж удалось спасти, однако при пожаре погиб хозяин дома. Причины трагедии устанавливаются. В Сухуми загорелась мансарда двухэтажного дома по улице Чочуа. К счастью, здесь никто не пострадал. Кроме того, в новом году были ликвидированы небольшие возгорания в домовладениях. И возгорания, пожары, которые происходят в основном из-за перенапряжения, из-за электрических печей, электрооборудования. В основном вот в этом году произошло уже 15 пожаров с материальным ущербом в основном это частные домовладения. Мы настоятельно рекомендуем гражданам Абхазии, гостям Абхазии внимательно относиться к эксплуатации электрооборудования при покидании домов, офисов, рабочих помещений, отключать любое электрооборудование, поскольку в отсутствие людей дома, в офисных зданиях, вообще любых других помещениях больше риск возникновения пожаров и распространения огня. Это поможет сохранить жизнь и здоровье человека и также имущество. После поступления вызова на пульт дежурного пожарные расчеты в течение 1 минуты выезжают на место происшествия. Если очаг возгорания небольшой, пожарные справляются со стихией быстро. Но в случае, когда огонь распространяется стремительно, не всегда удается потушить пламя. По словам специалистов, еще одной причиной возгорания является обвисшаясь электропроводки в домовладениях. Одна из многих причин возникновения пожаров в частных домах – это ветхая проводка, поскольку в зимний период времени нагрузка на нее повышается. Во многих домах есть оголенные провода, и это все приводит к возникновению пожара. Есть также случаи неосторожного обращения с огнем. В школах инспектора приходят, детям объясняют, как правильно разводить в костер в специально отведенных местах, подальше от зданий и строений, чтобы это не привело к распространению огня и причинам возникновения пожара. МЧС Абхазии настоятельно напоминает жителям республики не относиться беспечно к правилам пожарной безопасности. Инспектора, которые выезжают на объекты в каждом районе республики, общаются с населением, пропагандируют противопожарную безопасность, как правильно использовать электроприборы, держать сети в доме, провода в надлежащем состоянии. К сожалению, иногда бывает трудно достучаться. Зачастую люди сознательно подходят к этому, серьезно относятся и стараются обезопасить свои дома, либо какие-то иные коммерческие помещения. Далее проводится пропаганда в информационном поле. В связи с установившейся сухой погодой также растет риск возникновения природных пожаров. Накануне ночью в верховьях над селом Ишера горело около 1 гектара лесного массива. Огонь полыхал в труднодоступном районе, куда практически невозможно было доставить спецтехнику. Однако оперативными действиями пожарного расчета города Сухум и местных жителей практически вручную возгорание было локализовано и ликвидировано. Пострадавших нет. В подавляющем большинстве причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. В частности, самовольные поджоги в целях очистки территории от сухостоя и подлеск. Однако подобная практика приводит к неконтролируемому распространению огня и создает серьезную угрозу населению и жилым строениям. В этой связи МЧС настоятельно просит население быть бдительными. При обнаружении любого очага природного возгорания немедленно сообщать об этом пожарным, а также прекратить практику самовольного пала сухостоя, как в прибрежной, так и горной части страны. Альга Трапшира Мукамки, Абхазское телевидение. С 1 января по 31 декабря прошлого года при плане в 2 миллиарда 496,6 миллиона рублей было начислено 2 миллиарда 926,2 миллиона рублей таможенных платежей, сообщает Государственный таможенный комитет. Контрольный показатель по плану выполнен на 117%. Сумма перевыполнения составила 429,6 миллиона рублей. Большое событие в культурной жизни Абхазии. В рамках Всероссийской премии «Органист года» в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделя. В концерте также приняли участие солистка Абхазской филармонии, лауреат международных конкурсов сопрано Кристина Эшба и камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьева. В концерте прозвучали произведения мировых композиторов
композиторов. Видеозапись концерта можно будет увидеть на нашем канале в ближайшие дни. Лука Гадели стал лауреатом премии «Органист года 2022» в номинации «Персона». В течение года он принимал участие в крупных музыкальных проектах и фестивалях, исполнял премьерные произведения, вызвавшие резонанс в СМИ и получившие широкий отклик у публики. 9 социально значимых вопросов включено в повестку дня заседания Кабинета министров, назначенного на 19 января. Правительству предстоит утвердить ряд целевых ведомственных программ на 2023 год. В повестку дня также включены вопросы, касающиеся единовременной социальной выплаты семьям Биджева и Цвижба. Одной из традиций в День Крещения Господня среди граждан и гостей республики является купание у источника Святого Василиска возле села Каман Сухумского района в ночь с 18 на 19 января. В этой связи усиленную службу в этом направлении будут нести дополнительные наряды ГАИ. Госавтоинспекция провела проверку дороги в село Каман и призывает водителей проявить бдительность и осторожность, так как обнаружен участок наледи на дорожном покрытии. Воздержитесь от поездок в Каман на летней либо стертой резине для уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций, призвал начальник УГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба. Одной из традиций в День Крещения Господня среди граждан и гостей Республики Абхазия является купание у источника Святого Василиска возле села Каман Сухумского района в ночь с 18 на 19 января. В этой связи, во избежание происшествий, заторов и беспрепятственного проезда, гражданам в этом направлении усиленную службу будут нести дополнительные наряды госавтоинспекции. Госавтоинспекция провела проверку дороги села Каман и призывает водителей проявить бдительность и осторожность в связи с обнаружением на дорожном покрытии наледи. Воздержитесь от поездок в Каман на летней либо стертой резине для уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, ГАИ напоминает об ответственности и опасности вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 19 января, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Камшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.